У подножия Бедийского храма, известного памятника архитектуры X века, собралось множество людей, которые с нетерпением ждут начала долгожданного концерта оперной дивы Хиблы Гирзмава. Концерт пройдет в рамках 22-го музыкального фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает». И наверняка запомнится всем присутствующим на всю жизнь. Захватывающий дух красоты древнего памятника, невероятные виды раскинувшихся вокруг гор и переливы чудесной музыки в исполнении Хиблы Гирзмава и академического большого хора «Мастера хорового пения» под руководством дирижера, народного артиста России Льва Кантановича поражают своим величием. Концерт, прошедший в совершенно особенном месте, посвящался 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы, писателя и поэта Дмитрия Гулия. На площади перед собором на фоне возвышающихся гор была развернута фотовыставка копий архивных фотографий Гулия, захватывающих разные периоды его жизни. Сахара, Сапсадгил, Икалази, Загузи, и Пшауази, и Уцшидзи, Абасулах за Якузи. Поэзия Дмитрия Гулия течет в наших жилах. Это наш культурный код, зерно, из которого произрастает абхазская душа. В этом году со дня рождения великого поэта, писателя и просветителя исполнилось 150 лет. И в этом же году мы впервые служим концерт в этом изумительном, красивом и духотворенном месте у подножия Бедийского собора. Хибла Гирзмава выразила надежду, что выступления музыкальных коллективов в селе Бедия станут хорошей, доброй традицией, а сам собор, являющийся знаковым местом абхазской культуры, будет отреставрирован. Бедийский храм – старейший памятник архитектуры и православия в Абхазии. Уже 20 лет за храмом бережно ухаживает благотворительный фонд спасения Бедийского храма, созданный нашим земляком, депутатом Государственной Думы России Утаром Аршбом. Недавно фонду удалось перейти к осуществлению главной цели – разработки научного проектного плана по реставрации собора. Пусть это знаковое для абхазов место процветает, а сегодняшний концерт даст рождение новой, красивой традиции музыкальных праздников в Бедии. Зрители концерта получили возможность насладиться не только прекрасными видами, но и насыщенной интересной программой, в которую вошли произведения из мировой классики, русские и абхазские народные песни, а также несколько песен советских композиторов. А голос и тембр знаменитой оперной дивы в этом месте получил особое, завораживающее звучание. Каждый концерт нашей соотечественницы – это долгожданное, особенное событие. Послушать Хиблу Гирзмава вживую желают, пожалуй, тысячи человек. У подножья Бедийского храма собралось множество ценителей творчества оперной дивы, гости и жители Абхазии, приехавшие на концерт большими компаниями, и даже представители братских народов из Южной Осетии. Очень красивое место, потрясающее, место силы. И концерт просто невероятно красивый. Спасибо большое вам, народу, всему Абхазии, за то, что вы есть. Мы братья. Мы ею восхищаемся и переполнены счастьем, что впервые мы являемся такого исторического события, которое происходит здесь. Сама программа не может не нравиться, она просто необыкновенная. И само вот величие собора и величие голоса нашей Хиблы Гирзмава, оно здесь еще мощнее звучит. И переполнено счастьем, что мы смогли посетить это
действительно большое событие наше. На самом деле впечатления начались уже, когда мы ехали, когда мы видели сверху храм. Это было просто что-то невероятное. И ты думаешь, что зачем тебе ехать в Тоскану, когда у нас так красиво. Очень классно, что здесь много детей, которые могут с юных лет проникнуть вот такой вот музыкой, впитать ее, увидеть это, потому что послушать Хиблу на самом деле это большое вообще счастье. И во всем мире люди мечтают попасть на такой концерт. Особенное место, особенная программа, особенный, важный для Абхазии исполнитель. У подножья Бедийского храма сошлось воедино все, чтобы сотворилось настоящее, неподдельное чудо. Рада Чачава, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.